Девочки, доброго времени суток. Сегодня рабочие у нас не приехали, потому что закончился кирпич. Там мы заказали уже, но я говорила, там что-то 40 с чем-то тысяч еще нужно на кирпич. На вот это между стенками, которая, потому что, как сказали наши рабочие, что если мы собираемся со временем делать второй этаж, ну то есть вот этот мальсат, или как он называется, я все время забываю, извините меня, правда, забываю. Вот, то нужны вот эти простенки, должны быть прям капитальные, да, то есть, чтобы, хотя у нас фундамент мощнейший, это еще когда супруг работал на погрузчике, он большой котлован сам вырыл в этом месте, и там в 2 раза, в две, вот эти плиты есть такие толстые, огромные, такие как блоки, не плиты, а блоки, в 2 слоя блоки там стоят. То специалисты говорили, здесь если 5-этажный дом, если построить, будет стоять. Но фундамент мощный. Постоял он хорошо. И сейчас весной еще выше подняли его немножко. Ага. Сейчас, ты Гауге сгойтас. И вот сегодня я вышла под навес, мы вышли. Вы знаете, ну мне не нравится все это. Ну все так надоело. Хотя делов других много, но я точно знаю, что если я с этим не справлюсь, дела не сделаю, то это меня все очень будет бесить. Сейчас мы оттуда цветы убрали, сейчас Анжела там протрет, высохнет. Сзади этих диванов у нас лежат ковры постиранные. Все ковры аккуратно скрученные лежат. Мы их хотим туда переложить, туда поставить диваны. Как-то переставить, а стол, чтобы сюда поставить, стол по краям стуля. Ну, это еще будет меняться, но в данный момент я хочу это, потому что мне все надоело, это одинаково. Но, что я хотела сказать, в этой суете, пока мы там отодвигали цветы, пока мы стол сюда передвинули, все со стола аж убрали. У нас там не грязно, просто мы попили чай, и все со стола, ложки, вилки. Она говорит, фу, как грязно. Я пойду мыть посуду. Софишка, а ты что делаешь? Посуду мою. А кто тебе сказал? Мама меня сказала. Я тебе не говорила. А я сама. Ты сама, да, увидела, что посуда грязная, сама, да, решила? Ой, мадикюаю, а я... Ну, что ты помыла? Покажи, где ты помыла посуду? Кружечки, да? Всего 3 кружки были грязные, что мы чай попили. И я суп поставила варить, девочки. Значит, у нас, мы когда делали шашлык, у нас осталось вот эти именно ножки. Людички, хотите? Это что, папин дог? Да? Помойте ее. Угу, конечно, помой. Дерю и дикюахарёш. Валлай, клянусь, я ей не сказала ничего делать. Она сама, говорит, грязные кружки, помыла эти кружки. А я поставила мясо варить, это вот ножки и картошка на супец. Вот с окорочков, что остались ножки. И домашняя лапша у нас есть. Когда мама была, мы здесь делали домашнюю лапшу. Вот у нас такой супчик. Ой, какая Софишка хорошая девочка. Умница, да? Чистенько помыла, покажи. Угу, молодечек. А тряпочку нужно постирать чисто, с мылом. Да. Сейчас я тебе... Тут кис. Ну да, смотри, где там грязно, и стирай. Вот тут что ли? Угу. Только водичку не разливай, там над краном мой ее, над краном. Почему? Внутри, а то она будет сюда капать водичка. А что надо? Тут классно. Там грязно, да? Да это не классно. Это арбуз кушали, со стола вытирали, и оно грязное стало, видишь? А нужно, чтобы тряпочка чистенькая была всегда. Чтобы мы мыли посуду. Конечно. Тебе нужно было еще поднос положить, чтобы ты помытую посуду слаживала, переворачивала, чтобы она стекала на подносик. Купишь ты? Ну, конечно, вот так. Собечка, ты послаживала, да, уже? Да. Я ей поднос дала. Она все, смотрю, послаживала. Сама, видите, как положила, перевернула, все. Какая умница, да? Вот так нужно стирать хорошо, ручками. Три тряпку, вот так, смотри. Знаешь, как это делать? Да. Вот так тереть, да. Нет, уже нету. Ага, Харзал. Хорошо полоскай. Вот умница, а. Все, тряпку закончили, а эту тряпку Тоже надо? постирать, да. Только, Софиш, тряпочку, когда постираешь, подожди, послушай меня. Когда тряпочку постираешь, нужно, смотри, как красиво слаживать. Сейчас покажу. Ажал? Не надо
выключать. А ты эту тряпочку уже постирала, да? Да. Умница. В общем, пока бардачок, но мы сейчас все убираем. В процессе дела. Анжела уже помыла здесь полы. Сейчас послаживаем туда палас, все сложим. Ой, даже для наших мест все равно, я бы сказала, жарковато, да, Анжела, прям сегодня? И кот, Анжела, книги, ага. Чего жаркаются летние, тут гадук мою еще разные. Угу. Такі ручні гажаточки, кергауті. І оці. Сейчас вот все мы поотодвигали, сейчас все на места поставим, чисто подметем. Все, сейчас будет тут порядок. Я тут занимаюсь делом, варю суп. Клянусь Аллахом, ей никто не говорил. Смотрите, как она поправляет обувь, красиво ставит. Посмотрите. Ты послаживала, да? Клянусь Аллахом, я не говорила ей этого делать. Просто они помытые стояли сзади дивана некоторые, а некоторые, ну, в которых мы ходим. Вот они там, ну, как бы не то, что валялись, я их покидала, думаю, протру и отнесу в кладовку на полочку. Она их все аккуратно поставила. Вот семья какая, да, у алкашей. Молодцы. Чему дети приучены. Хорошие. Были бы все алкаши такие. Киса. Кис, куда такие? Ты мусор пособирала? Айделда. Сама она собрала пакет, весь, что мусор где валялся, во дворе, за диванами. Они же с Гаяка кидали мусор, конфеты, да? Кидали. Это я. А кто? Гаяка. Угу. Это Гаяка плавала, и потом Кина, я сидела вот тут, Угу. кушала. Да ты ж никогда ни при чем. Ты вообще святой человек. А это все, это вон Кина. Битулку Кина, это Кина, все Кина. Так, ну, диван сюда поставила уже. Анжела пошла помолиться. Сейчас тоже нужно идти. А тут уже будем думать по-другому, как здесь. Но я хочу, чтобы тут так стол стоял, по краям стулья. Угу, Алёсей. Залезай. Там поправить нужно еще, покрывало все поправить. Вот эти кресла, наверное, будут, где столбы, вот здесь вот. Первый столб, второй по краям, посередине тут будут цветы. Ну и так будет просторная комната хорошая, да? Правда? Киса, есть тут решетку корочку шишать? Кость, не надо расчесывать. А я шишала ее. Какой хороший. Ты мусор, пакет отнеси в мусорки, вон палочка еще валяется. Еще мусор есть. Пособирай пакетики Писюк, писюк. и все вместе выброси. Вот лак пошел с холодильника. Большой станет, просторный навес. А ты Но он еще будет переставляться. Это что? Это болезнь. чего сломать? Я кошечка сказала. Супчик у меня варится. Пена я собрала. Собирай мусор. Все в пакет и мусорное ведро. Сначала пакетик А пособирай. я такие, да? Что это? Пластырь. А, нет, это выкидывать не надо. Да сюда в ящик положи, где игрушки. Это что, где-то есть? Есть. Я выкинула. Выкидывай, да, выкидывай. Блестит потолок.
покрашенный. Надо еще посиговать. Нет, я тут тоже нашла резину. А, в ящик ложи резинку. Резинку не выкидывай, пригодится. Переставили вот сюда стол. Люди, я пятки играть. Вы будете читать, и я пятки. Они будут тебя искать, да? Да, идите. В общем, здесь все с хлебниц, сахарниц, крышка, все Анжела вымыла. С конфетницы горку вымыла. Вот, ложницу помыла. Ложки все сейчас будут натирать, красиво расставлять. Ну, а я варю супчик, у меня сейчас я буду делать зажарку. Ты спряталась? А где Софишка, людечки? А где же Софишка наша? Куда она пропала? Ух ты. Пей, он горячий, ой, холодный сильно. Только с морозильника достали. Так, девочки, все, сварился у меня супчик. Посмотрите, какой аппетитный. Что так на камере плохо видно сегодня? Домашняя лапша, ножки с огорочков, картошечка, морковка, все. Чесночка потерла сейчас, болгарочки сюда чуть потер. Такой аромат идет, девочки. Это просто домашняя лапша, смотрите какая. Чесночком пахнет. Всех приглашаю на обед. Сейчас пообедаем, а после обеда нам с Анжелой нужно идти там. С бумагами возиться нужно. Вот такой ароматный супчик. Вот Ангела комеденция. Комедианты? А твои где комедианты? Не знаю. Меня что, им возьмут? Возьмут, конечно. Тебя без документов возьмут. Ты что? В садик такой блогер придет популярный. А если дайте комеденция, я денег. Если дети скажут, дайте комедианты, Ага. а мы скажем, у нас нету комедиантов. Вы что, нас не знаете? Скажи. Я же Софишка. Людечка. Так, девочки, мы уже фотографии сделали, ксероксы сделали. Сейчас мы идем пообедать, чтобы домой не идти. Идем сейчас пообедаем в кафе. Да, Софиш? И этот кафе, Нет, последний, следующий. этот, Угу. Там все такое. Канцелярия. ну и этот. Это у нас пенсионный. И это пенсионный. Это. Угу. Сюда идем. Кафе Беркат. Национальное блюдо. Здесь очень вкусно. Девочки, как прохладно у нас введено. Прям, знаете, хорошо прохладно. Я по Такая погода хорошая вообще. Давно мы здесь не были, да, Анжел? Своими делами. О, моя любимая почта. Здание с синей крышей — это Почта России. Она, по-моему, только на меня работает сейчас. Как здесь зимой, да, будет красиво? Все блестит. Ты сейчас зарабатывать будешь, себе покупаешь все сама. Пока не зарабатываю. А,
Только почты что-то там палят, по-моему. Я туда хочу. Вот наше Ведено. Водички нет. Водички нет, да? Ну, отойди, да. Отойди, там грязно. Я хочу детскую площадку. Я хочу детскую площадку. Так, не вой. Белая береза под моим окном перенакрыла снегом, словно серебром. Вот почта, куда я часто прихожу со своими посылками. Туда. Мы идем туда. Кир, пойдем туда? Потом. Открывай. Заходи. Спасибо большое. О, какое умиротворение. Какой порядочек, чистота, прохлада, свежий воздух. Уже там написали, зачем вы строите дом, его никогда невозможно будет продать. Кого? Наш дом. Почему? Ну, Анкета его дари. Типа, зачем вы строите дом, его все равно никогда нельзя будет продать. А зачем его продавать? Зачем его продавать, да, вот именно. Кир, покажи мусор. Это у нас дом культуры. Нету, выкини. Там по безработным. Вон здание. Это квартиры, двухэтажки. Почта. Башни какие красивые. Как здесь, девочки, хорошо. Я уверена, что в этот момент многие из людей сидят в какой-то жаре, зной. У нас Ведено. Вы просто не представляете себе, как хорошо. Сирен, шуритик взяли, посидеть бы как хотелось. Тишина. Тут сядем, Анжел? Здесь на лавочке. Нет, это там, где цветы. Где цветы? Кузарь, больше за тенек мою. Хотя солнца и так нет. Всем привет! А ты сказала людичкам всем привет или нет? Нет. Людички, всем привет. Говори. Фух, устала бежать. Листья начинают желтеть уже. Вон. Да. Я тут похожу. Люди, я не большая, вы маленькие. Ты скажи сначала людички всем привет. Я сейчас сказала. Ну-ка, я не слышала. Скажи еще раз, пожалуйста. Всем привет, люди. Громко говори. Всем привет, людишки. Достала, скажи, да? А что, да? Сюртахки, мамс, а? Идти. Я тут. И можно туда идти? Куда? Туда. Цветочки нет, им же будет больно, нельзя ходить. Они же красиво, за ними люди ухаживают, люди много трудятся, выращивают. Нельзя по цветочкам ходить, Вот Софишка. так вот. Ну, с краешку можно, да. Люди, идем. Люди, идемте. Люди, хотите тут стоите? Стоп. А прыгать нельзя, Почему? потому что Потому. можно ручку поломать, ножку поломать. А Сюшка поломала тебе руку? Нет. А?
Там красивое что-то. Какие древние эти деревья. Вот знаете, я все время почему-то, когда на них смотрю, я почему-то сразу вспоминаю войну. Думаю, эти деревья были свидетелями. И вот они остались живы. Вот мне почему-то эти мысли. Ведь им по 112 лет. Здесь какие войны шли. Вот последние две какие страшные войны, да? Что только не происходило. Было такое, что сведено, люди уезжали. Вообще оставалось буквально на пальцах пересчитать, да? Село стояло как мертвое, тишина. Даже скот бросали, потому что деваться некуда было. Настолько была сильная бомбежка. А вот деревья эти все стояли. И были они свидетелями всего этого. Ой, не дай Аллах. Не дай Аллах никогда, чтобы это повторилось. Можно пойти на площадку, Какую площадку? которую мы видели? Там, где кафе, где молочь. Какие у тебя кошечки красивые. А как их зовут? Бекхан. Всех прям? Да. Один Бекхан, один Бекхан, а не Бекхан. М. Как наш папа похож. Киса, это что, зонтик? Нет. Я можно пойду детскую площадку? Сок не разлей мой, пожалуйста. А? А там дальше горы. Очень красиво. Что? Ты мне подарила, да? Ой, смотри. Ой, спасибо тебе Это большое. я там вывела. Больше не надо рвать, ладно? Почему? Спасибо. Давай так будем любоваться цветочками. Жалко же их, когда срывают. Хотя их продают, цветы, букеты срывают. Но мне всегда очень жалко живые цветы. И у нас красивые цветы. Это желтый, а эти... Киса, это в каком цвете? Оранжевый. А этот? Оранжевый, желтый. Нет. Красный Угу. и желтый. Угу. А где оранжевый? Так, сейчас идем в сельсовет. Да, Софишка? Да. Это у нас администрация. Кис, Хм. а скажи, где такую палку машины? Где, там или там? Все, девочки, мы все сделали почти. Сейчас идем еще кое-какие справки взять. Софишку мы уже оформили в садик. Да. Ходили к нашей главной по району, по всем садикам, которые... Она позвонила в садик, в который мы идем, сказала, что мы придем со 2 сентября. Да, но мы почему со 2? Мы 1 к сестричке сходим на линейку. Поздравим сестричку, да, с первым днем. А как один делать? А вот Анжела на работу же выходит. Мы пойдем на линейку 1 сентября, ее поздравим. Ага. И, а 2 пойдем уже в садик, хорошо? Нет, я хочу сейчас садик. Кис, куда мы идем? А? Кис, куда? Собака. Кис, собака. Я хочу собаку. Нельзя собачку. Почему? Тихо. Смотри, как высоко. А, девочки, Анжела, ты видела, у нас во дворе другие цветы расцвели белыми? Фиолетовые же у нас такие растут кустики, то белые вот такие вот. И что? Хола. Девочки, вот мы пришли в МФЦ.
тоже с документами. Это те места, куда мы ходили пирожки продавать. На том поле вон, мы делали практику, когда ходили в автошколу. Да, а вот это вот комендатура, девочки. Как хорошо мы здесь работали, какую зарплату нам... Я работаю, я пока что... Хорошо, я пока работаю. Как здесь было красиво, вот этих зданий ничего не было. Ну вот этих, вот это было, вот это было. Видите, это поддерживает, это столовая, длинная, огромная столовая, там я работала поваром. Вот. Кстати, диплом повара у меня есть. Вот без диплома тогда здесь тогда работали, ну, МВД, ну по МВД, по России. Вот. Какая хорошая работа, какое здание, внутри котлованы огромные. Отдельная комната для обработки рыбы, отдельная комната для обработки мяса, отдельная комната, где там сыпучие крупы. Но везде такой порядок, вот котлован, вот эти сушки варили, компоты. Вот это были 2 общежития для военных. И там еще казармы во дворе есть. Все, вот это все было военный городок. Все вот это было военный городок. Как здесь было красиво. Тогда же, представьте, после войны, когда разрушено было все, восстановили, выстроили. Это в то время казалось так, ну, что к нам жизнь возвращается, что все налаживается. Зарплаты стали платить. Ну, в общем, все, сейчас мы идем Куда? на Кудыкину гору. Какого это гору? Рвать помидоры. Какой баряк вот еще? Джа, ты левша, да? Так же есть левша? Ты как будто я не знаю. Я забыла, какой ты рукой пишешь, реально. Так, все это вам расписка. А справка будет через месяц, 1,5 месяца готова эту. А по месту требований на решение. Ну, и мекшу ей по месту требования. Балкующего. А, Обычно много мегит. девочки, сейчас будто скажу, будто зайду. Это платье. Ты что, уже тут торгуешь, да? Посмотрю платье. Это мне подойдет? Это же маленькое, это для маленьких деток. Суббота рабочий день. В школе бах. Такое платье подойдет. Это тоже маленькое. Софишка, у тебя этих платьев. Девочки, мы приехали оптовый покупать Анжеле Видите? пиджак, подожди, к школе, юбку. София, Если что понравится, спрашивайте. Это все может быть в наличии. моя сумка. Я повесила это в первой кабинке. Все может быть в наличии. Все можем вам прислать. Люди, давай я вам что-то покажу. Вот такие вот, посмотрите, какие красивые. Кардиганы, как пальто. Людички. И недорогие. Людички. Софиш, мне не мешай, я работаю. А давай я вам что Вот покажу. такие вот плащи. Вот такие безрукавки. Вот такие безрукавки. Вот такие вот плащи, как у меня были в продаже. Я, кстати, собираюсь их сейчас купить, привезти на продажу. Ну, как похолодает. Безрукавки вот такие вот длинные. Dior. Вот эти вот размеры все есть. Классные очень вещи. Вот такие вот. Вот такие. Светлые, маленькие такие. Платочки можно вот так подобрать. Вот такой платок.
В общем, платки, какие хотите, расцветки есть. Так, так. Надо. Платья, куртки разные. Це гарний біжевий. Платья, какие хотите, девочки. Вот лен платье. Красивые, да, какие? Прям симпатичные вообще. Я буду в платье. Я подержу телефон. Зеленые безрукавки. Вот такие вот кожаные, да, какие красивые. Смотрите, какие красивые. М? Юбки. Какие хотите. Юбку можно с черной джинсовой. Вот такие вот розовые безрукавки. Желтые. Желтые безрукавки. Можно. Синие. Синие, как блестящие. Безрукавочки. Какие классные. Мягкие-мягкие. В общем, все, что вы захотите. Все длинные вот такие безрукавки. Смотрите. Вот. Как я продавала, короткие. У меня были такие с брошкой. А тут с разрезами, длинная. Смотрите, какая красота. Прям длинные, не видите? Вот с юбкой одеть под белую водолазку. Либо на платье однотонное. Класс вообще. Это новинки. Таких я еще, правда, не видела. Если честно сказать. Джинсовые разные куртки. Я тебя искала. Тепла.